Салам алейкум, хурматли милләттәшләр. Здравствуйте, уважаемые башкортостанцы, башкорттар. Я решил это сделать заявление по тем горячим событиям, которые сейчас у нас происходят в стране. Все вы уже прекрасно знаете о том, что Путин объявил о так называемой частичной мобилизации. Насколько она частичная, это большой вопрос. Потому что тот указ, который сейчас уже опубликовали, он очень обширно трактуется. И поэтому под него могут попасть кто угодно, под этот указ. Итак, то, о чем я говорил уже много-много раз, о том, что будет мобилизация. Многие мне не верили, говорили, что до этого дела не дойдет, но это свершилось. Но и говорил, естественно, не только я об этом, говорили очень много различных политологов, экспертов и так далее. В общем, это свершилось. Путин объявил о мобилизации. Сейчас он говорит, что это частичная мобилизация, но дальше будет больше. И так далее. Итак, вы заметили, да, что как все очень поступили они хитро и коварно. Во-первых, они уже подвели законодательную базу, уголовно-законодательную базу под эту частичную мобилизацию. То есть они сперва издали указ о том, что люди, уклоняющиеся от мобилизации, будут привлечены к уголовной ответственности. Сроки называются от 3 до 10 лет. Вчера этот указ вышел и уже был подписан. То есть они сперва объявили о том, что будут наказывать за мобилизацию, а сегодня уже провели мобилизацию, да? То есть они уже заранее подстраховались. Это первое. Во-вторых, как вы знаете, выступление Путина должно было быть вчера вечером. Но почему они не сделали вчера вечером, а сделали сегодня утром? Все очень просто. Потому что если бы вчера вечером Путин объявил бы о мобилизации, у тех парней, которые попадали бы под эту мобилизацию, было бы время подумать хорошенечко и, возможно, покинуть страну. Поэтому они не дали время для раздумья. Сегодня утром они объявили о мобилизации, и уже сейчас подписан указ, Путин уже подписал указ, и уже мобилизация началась. Сейчас уже мне многие пишут, что уже начали забирать людей, кто попадает, да, под эту категорию мобилизации. Так вот, все в духе Путина. Очень коварно все сделано. Уже сейчас есть информация о том, что все билеты там в Ереван, в Стамбул раскуплены. Но я хочу сказать, что в связи с мобилизацией те молодые парни, которые попадают, а я напомню, что там попадает до 35 лет, отслужившие в армии. Так вот, все вот эти молодые парни, которые попадают под мобилизацию, им всем запрещено уже покидать страну. И это все уже опубликовано. Мало того, даже запрещено покидать место прописки. Итак, что делать? Есть 5 вариантов развития событий. Я сейчас их озвучу и дам советы, на каких из них остановиться. Итак, первый вариант событий, что может произойти с теми, кто попадает под мобилизацию, это, естественно, они могут согласиться с этой мобилизацией и поехать туда. И вот первый вариант событий, что либо эти парни там умрут, что очень легко подтверждается количеством тех трупов, которые к нам в республику возвращаются. Каждый день по 4-5 человек я смотрю в новостях. Первый. Второй вариант. Либо вы оттуда вернетесь калекой, без рук, без ног, и будете потом пить водку, как я видел на видео, да, там подносит рюмку человеку без рук. Второй это вариант событий. Третий вариант событий. Вы можете попасть там в плен, что тоже не очень радостно. Вполне возможно, вы там будете сидеть очень долго, там, больше 10, больше 15 лет. Очень легко за это можете загреметь. Это третий вариант событий. Четвертый вариант событий, который я советую сделать вам, да, это собрать прямо сейчас, потому что счет идет на часы, собрать вещи, какой-нибудь ваш рюкзак,
какой-нибудь, да, сумку, легкие вещи, взять документы, взять наличку, потому что карты МИР очень мало где принимаются уже, и бежать. Бежать. Я сомневаюсь, что у вас уже получится взять билеты на самолет, на поезд, на автобус. К сожалению, наверное, уже это я имею в виду касается только тех, кто попадает сегодня под призыв, под мобилизацию. Так вот, а у вас есть единственный вариант покинуть страну, это нелегально. К счастью, Республика Башкортостан находится очень недалеко от Казахстана. Поэтому я думаю, что можно попытаться в Казахстан уйти. Конечно, границы будут сейчас усиленно охраняться, потому что они подготовились, власть имею в виду, путинская, они подготовились, все заранее уже у них просчитано. Я уверен, что составлены списки уже, кому сейчас будут уже обзванивать, кому будут приходить. Так вот, пока за вами не приехали, пока к вам в дверь не позвонили люди с военкомата, собирайте вещи и бегите. Бегите как можно быстрее. Где-то, возможно, ночью, до ночи сейчас надо будет схорониться, а ночью уже стараться уходить в Казахстан или в другие какие-то там соседние страны, которые вы можете, в которые у вас есть доступ уйти. И пятый вариант событий. Пятый вариант событий – это уходить в подполье. Каждый сам решает. Я здесь не советую, не настаиваю. Каждый решает сам. Вы можете также уйти в подполье, если вы не хотите идти на войну, если вы не хотите покидать страну, но вы можете сделать полезное для республики, для своей нации у себя дома. Уходите в подполье и дальше уже действуйте там, как сами считаете нужным. Какие вы будете действия делать против этой власти, вооруженное это будет сопротивление, какие-то это будут акции, теракты какие-то. Не знаю. Каждый сам для себя решает. Но все же я думаю, что лучше погибнуть за свою родину, чем погибать где-то в Украине за яхты и дворцы путинских олигархов. Из-за хотелки Путина за так называемый русский мир. Поэтому делайте выбор. Вот у вас 5 вариантов развития событий. Как и что делать, каждый решает сам. Я рекомендую уехать. Уехать, а уже за границей объединяться и вместе противодействовать этому путинскому людоедскому режиму. Счет, еще раз говорю, идет на часы. И я бы хотел уже обратиться ко всем остальным. Если вы думаете, что мобилизация остановится только на первой категории, те, кто сейчас попадает под призыв, то вы ошибаетесь. Война дойдет до всех. Война дойдет до всех, и уже каждый мужчина, и не только до 35 лет, но и до 50 лет, будет забран на войну. Поэтому делайте уже сейчас выводы. На этом все. Салам алейкум, ва рахматуллахи ва баракату.